В Москве в рамках рабочего визита президент Садыр Джапаров провел встречу с представителями крупного бизнеса России. Глава государства рассказал им о тех изменениях в стране, которые создают благоприятные условия для инвесторов. Рассказывает наш коллега Мирбек Малдакунов. С целью стимулирования экономического роста республики, налаживания тесных связей с крупнейшими бизнес-лидерами России, на площадке Союза промышленников и предпринимателей состоялась встреча президента с представителями российского бизнеса. В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на том, что сегодня как никогда важно придать новый импульс расширению всеобъемлющего торгово-экономического взаимодействия и производственно-инвестиционного сотрудничества. Один из первых моих указов на посту президента Кыргызской республики был направлен на необходимость значительного улучшения инвестиционной среды, делового климата и свободного передвижения капиталов. Одним из основных моментов указа является обеспечение безопасности инвестиционных объектов и имущества инвесторов, в рамках которого усилена соответствующая работа компетентных органов республики. На законодательном уровне будут приняты меры по упрощению процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов. В мероприятии приняли участие более 40 руководителей крупнейших российских компаний. Среди них «Газпромнефть», «Роснефть», ВТБ-банк, РЖД, Почта России, «Северсталь», «Опора России», «Ренова», «Эрфарм», «Интеррао», «Хенде Мотор СНГ» и другие лидеры нефтяной, банковской, промышленной, строительной, химической, энергетической, пищевой, машиностроительной и текстильной отрасли и другие. Сразу же после проведения намеченных конституционных реформ в стране мы планируем осуществить некоторые преобразования экономического характера, предусматривающие, первое, особое внимание и благоприятные условия для добропорядочных инвесторов, имеющих международное признание и устойчивую репутацию. Второе, обеспечение максимального качественного доступа к проектам. Третье, значительные льготы для инвесторов. Лидеры российского бизнеса, которые входят в рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes, предложили свои идеи и проекты. Мы любим отдыхать в Киргизии. Иссык-Куль – прекрасное место, поэтому у вас великий потенциал по туризму. Но если говорить про бизнес, мы активно надеемся на развитие и присутствие нашей группы в области альтернативной энергетики. Компания Хевел является лидирующей компанией в России и на международном рынке. Мы сегодня уже реализуем проекты по организации производства монокристаллического пластин для солнечных панелей. И я как раз хотел бы подчеркнуть, что нам бы хотелось бы видеть сотрудничество не только по строительству солнечных парков, но и создание реальных производств. Киргизия страна солнечная, и для поставки технологий и панелей в третьи стороны ограничий, я думаю, все есть предпосылки, и мы надеемся на это сотрудничество. В истории независимого Кыргызстана встреча президентов в таком составе прошла впервые. Гидроэнергетика, строительство дорог, логистических центров. Кыргызская сторона озвучила перспективные проекты для российских инвесторов. Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы быть конкурентоспособными в мировой экономике и соперничать за международные инвестиционные потоки, Кыргызстану придется изменить экономическую модель с учетом новых глобальных трендов и внутренних рисков для долгосрочного и устойчивого развития, связанных с транспортно-логистическими ограничениями, зависимостью от углеводородов, ограниченностью финансовых ресурсов и технологий. Для этого одним из ведущих направлений будет активизация интеграции по линии Евразийского экономического союза, возможности членства в котором кыргызская сторона до сих пор не использовала не в полную меру. Форматы ведения бизнеса и инвестиций воспринимаются в Киргизской республике в качестве некой модели и имплементируются сейчас в законодательство. Это тоже один из факторов, безусловно, который поможет нам лучше ориентироваться и в проектах, и, самое главное, в долгосрочном присутствии на рынках и
в производственных объектах республики. И несмотря на пандемию, действительно, по прошлому году мы видим, что наша поддержка экспорта в Киргизию была на неплохом уровне. Поэтому я хочу подтвердить нашу готовность и имеющимся у нас инструментарием льготного финансирования оказывать поддержку тем проектам, которые нуждаются в финансировании. В Кыргызстане начнут собирать бульдозеры. По окончании встречи кыргызская компания «Кортес» и Госагентство по привлечению и защите инвестиций подписали меморандум о сотрудничестве с российскими компаниями. На сегодняшний день будет производиться сборка, но с привлечением кыргызских производственных компаний. То есть в рамках сегодняшнего мероприятия уже подписан меморандум о сотрудничестве с Кыргызавтомаш радиатор, то есть они уже будут поставлять радиаторы. И далее мы будем уже подключать новых и новых производителей, то есть будем расширять локализацию производства. У многих участников встречи имеются совместные проекты в Кыргызстане. Остальные представители деловых кругов подытожили мероприятие с желанием перейти от слов к делу.